Администрация неосторожно приоткрыла ящик проблем, из которого теперь много чего посыплется. Чрезвычайно поучительная история еще только разворачивается вокруг накопительной пенсионной системы Казахстана. Развивая для завязки, вынесенный нами в заголовок образ, продолжим единый накопительный пенсионный фонд, водоизмещением уже почти 12,5 триллионов тенге, набранных за более чем 2 десятилетия плавания по финансовым волнам, напоролся на айсберг, приплывший прямо из администрации президента. И, как полагается, спасательных шлюпок на судне на всех не заготовлено, поэтому в них без паники, но и без промедления, аккуратно рассядутся только пассажиры. А вот здесь пойдет отличие от исторического аналога. Пассажиры исключительно первого и частично второго классов. Народу же попроще, с третьей палубы и ниже, тому выпала судьба остаться, впрочем, тоже не утонуть. Потому что ЕНПФ «Титаник» на дно точно не пойдет, хотя пробоину получит столь заметную, что ход, если и сохранит, то сильно урезанный. Вопрос о прежнем порте назначения придется пересматривать, и не исключено. Дальше команде предстоит бороться просто за то, чтобы оставаться на плаву. И еще, тоже для завязки, отличие нашей аналогии от исторической. Вообще-то айсберг, прямо с поднятым на верхушке президентским штандартом, обозначился по курсу плавания еще год назад. Времени для совершения маневра уклонения или приготовления к пересечению было много. И попыток уклонений, как и оттяжек во времени, тоже было достаточно. Настолько, что как раз айсберг потерял большую часть таранящей массы, а остаток был зашлифован для самого мягкого соприкосновения. Тем не менее, даже такое соприкосновение, а оно определено на начало следующего года, не просто образует крупную пробоину в ЕНПФ, соприкосновение потрясет всю конструкцию накопительной системы, из прежде относительно устойчивой она поплывет сама и заставит команду, даже после того, как удастся заделать первоначальную брешь, не раз еще устраивать авралы по возведению дополнительных переборок, подпорок и защитных стенок. Возможно, теперь до конца плавания. И главе государства это, конечно, сразу должно было быть понятно, но чем же он тогда руководствовался? Мы, например, тоже не раз публиковали тексты с предложениями объединить фонды и разрешить вкладчикам использовать часть накоплений, и, наверное, это тоже как-то отозвалось. Хотя у нас суть не в этом, а в инвестировании накоплений в экономику и распределении через накопительные счеты части транша в бюджет из национального фонда. А вот так, кусочками, мы тоже против. И все же, ведь были у главы государства свои резоны, чтобы устроить такую встряску налаженному, казалось бы, пенсионному накопительству. Скорее всего, это поиск уже каких-то собственных прорывных инициатив, в сторону оправдания ожиданий населения. Постоянно подчеркиваемая верность курсу Елбасы, это само собой, но нужно ведь формировать и собственный лидерский образ, куда-то вести, как-то оправдывать надежды. И, конечно же, ВАП искали, ищут и будут искать что-то такое, что могло бы попасть на то, что более всего ждут люди. И вот, что называется, нашли, администрация неосторожно приоткрыла ящик проблем, из которого теперь много чего посыплется. Еще бы, ведь исполни правительство и Национальный банк президентские поручения, на айсберг концептуального реформирования налетел бы не только ЕНПФ, но и фонд ОСМС, обязательного социального медицинского страхования, заодно с еще одним внебюджетным плавсредством, фондом социальной защиты. И тогда правительство само пошло в атаку на президентский айсберг. Созданная рабочая группа представила ВАП два вывода. Фонды объединить, но никак не получается. Что же касается разрешения на использование накоплений, то под него, исходя из соображений достаточности для будущих пенсий, можно подвести всего 1% вкладчиков, не более. Впрочем, сокрушительного столкновения может и не случиться. Вот увидите, правительство с парламентом что-нибудь придумают, чтобы не торопиться с вводом в действие поправок, разрешающих использование накоплений. Тем более, что предстоят выборы, формирование нового правительства, а там еще одна волна коронавируса, дестабилизация в США и все прочее. Забыл ведь глава государства большую часть того, что поручал правительству насчет пенсионной реформы в прошлогоднем послании. Может быть, сочтет за лучшее не форсировать и тему выплат. Нет, что-то, конечно, разрешат, команду стоп, полный назад. Машина уже не отработает, но полновесный президентский айсберг, вполне может быть, подтает так сильно, что пройдет легким скользом и окончательно растворится в тумане. I'm an albatross.